Я выбрала профессию медицинского работника, потому что хочу, чтобы все люди на Земле были здоровыми. В Центре педагогических компетенций Акмуллинского университета состоялся профориентационный фестиваль «Обилимпикс. Дети». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 5-7 лет. Я учил больших девочек. Мы с ними занимались физкультурой, занимались шайками, прыгали через палочки и меняя колечки. Когда я вырасту, я стану космонавтом. Когда я вырасту, я стану главным в ресторане. Я буду коронилом. Я сегодня готовила винегрет и на КП. А почему ты выбрала профессию повара? Потому что он вкусно готовит и зарабатывает деньги. Мы сегодня бинтовали людей, аптечку забирали, рассказывали рассказы врача. А кто он врач? Что он делает? Помогает людям, человекам, ребятам. На площадку чемпионата дети приехали с педагогами-наставниками. Ребята показывали свои знания и навыки по 4 компетенциям: адаптивная и физическая культура, кулинарное дело, медицинский уход, парикмахерское искусство. Юные конкурсанты рассказывали жюри про выбранную ими профессию, проводили фитнес-тренировки, делали прически, выступали в роли медицинского работника, готовили различные блюда. Их оценивали эксперты по каждой из профессий. Для любых детей важно проводить любые фестивали, потому что дети в этот период всегда что-то новое для себя открывают, что-то понимают. А для детей с УВЗ это вдвойне, конечно же, важно, потому что сегодня, возможно, кто-то из них на самом деле сделает для себя профессию жизни и начнет действовать в этом направлении. Кто-то откроет какие-то новые навыки. Ну и, конечно же, это коммуникации, общение, это новые знакомства между родителями, опять же, обмена опытом, опять же, между родителями. Поэтому такие фестивали, они обязательно нужны. С приветственным словом к маленьким конкурсантам обратился параспортсмен, блогер, член Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Рустам Набиев. Спортсмен, который для многих стал олицетворением силы и духа, отметил особую роль родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Хотел бы просто сказать в первую очередь родителям за то, что вы не теряете вот эту веру в своих детей, потому что вы, наверное, являетесь неким таким фундаментом, который будет закладывать на будущее ваших детей. Но прекрасным детям я, конечно же, желаю сегодня удачи и хотел бы подметить, чтобы вы воспринимали все эти соревнования как какую-то игру, не придавали какой-то важности, потому что какое бы место вы сегодня не заняли, вы должны понимать, что для вас это очень важно, и, возможно, сегодня будет что-то такое, которое повлияет на вашу жизнь в дальнейшем. Возможно, кто-то найдет свое какое-то дело, какое-то предназначение. Участники фестиваля получили из рук почетных гостей фирменные футболки. Волонтеры и студенты Акмуллинского университета помогали дошкольникам ориентироваться на конкурсной площадке. Я сама участник Обилимпикса, и это дает довольно большие возможности, потому что ты пробуешь себя, свои компетенции, ты соревнуешься, получаешь новые задания. Также и приятно видеть ребят, которые уже с таких малых лет уже соревнуются в таких взрослых компетенциях, как поварское дело, кулинарное дело. Для меня очень это волшебно, потому что у нас таких возможностей не было, а сейчас ребята, у нас взаимодействуют детские сады, и школы, и университеты, и таким образом ребята получают и опыт новый, и более социализируются, с друг другом знакомятся. Для меня, как для педагога, это очень важно, чтобы дети уже получали опыт с таких ранних ступеней, и дальше они уже будут определяться в своей будущей профессии, и, возможно, как раз-таки пойдут по той профессии, по которой участвовали. Награждение победителей состоится на церемонии официального закрытия регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс». Победители фестиваля будут рекомендованы к участию на всероссийском этапе чемпионата.